Салют, друзья! С вами Октагон. Надеюсь, вы за нами скучали, ведь мы за вами очень. Как Петр Ян за своим поясом, Шахбазян за статусом проспекта, ну а Пауло Коста за своей шевелюрой. Не смогла наша команда остаться в стороне от трилогии Конора и Порье, ведь ставки слишком высоки. Поставит ли Дастин жирную точку в карьере ирландца? Или бывший бизнесмен снова мыслями в спорте? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, заглянем в Октагон. Ну а перед тем, как приступить к разбору, убедительно просим вас поставить лайк и подписаться на канал. Мы как никогда нуждаемся в вашей поддержке. Ну а теперь к делу. Дастин Порье. В этот раз очень быстро пробежимся по персоналиям, ведь их все и так уже прекрасно знают. 32-летний американец, который по сути является некоронованным чемпионом легкого веса. Ролик с его хайлайтами, кстати, можешь посмотреть вот тут, ага. За последние 5 лет проиграл только Хабибу, успев перебить лучших не только в легком весе, но даже и в полулегком. Отличный универсал с вечным кардио и бетонной челюстью. Ах да, и большим сердцем. Он ведь все-таки между золотым поясом и жидким золотом для детей Африки выбрал именно второе. Семьянин, благотворитель, да и просто хороший парень этот Дастин. Поднял лямчик в реванше и не против поднять еще бабла в третьем бою. Но стоят ли эти деньги главной цели – чемпионства? Конор Макгрегор. Ирландец же к своим 32 годам достиг куда большего, причем в абсолютно разных сферах. С момента поражения во втором бою он успел стать самым высокооплачиваемым спортсменом, продать свой бизнес, но так и не успел пересмотреть все мемы с собой любимым. Конор снова обещает вернуться, закрыть все вопросы, ну и все такое, вы знаете. Тем более он присовокупил к истории и немного личного, уличив Порье в отмывании денег на благотворительности. Так что, думаю, на пресс-конференциях нам будет что послушать. Разбор от Октагон. Мы сотни раз слышали причину, по которой Дастин выиграл второй бой. Все отмечали великолепные калф-кики, которые не дали Конору работать по своей программе. Но калф-кики, на наш взгляд, лишь стали следствием, а не причиной. Самоуверенный Макгрегор решил, что одного бокса хватит и в реванше. На слишком многие аспекты команда ирландца просто закрыла глаза. Он был статичен на ногах, медлителен на отходах и излишне предсказуем в своих комбинациях. Мы уже давно не видим того неординарного бойца, который использовал полный арсенал своих ударов. Сам того не понимая, Конор уже к середине первого раунда начал играть в игру Порье. Пропустил тейкдаун, потратил силы в клинче, начал вступать в размены на средний. Ни для кого не секрет, что Ноториус чистый боец, который заканчивает поединки жесткими панчами с дистанции. Он не рубака, он не умеет терпеть, не умеет переворачивать соперника. Он художник в мире ММА, если хотите. Я ведь павлин! Я рожден, чтобы летать! Но он всегда заставлял оппонента играть по своим правилам в клетке, ментально надламывая его еще на пресс-конференции. Здесь же трюка не вышло. Порье вышел спокойным, а после того, как уверенно скушал точный левый в челюсть, обрел просто железобетонную уверенность. Вопрос лишь в том, не сыграет ли это теперь с ним злую шутку. Прогноз от Октагон. Перед третьим боем видим равную раскладочку у буков. Вера в Конора непоколебима, но на самом деле она имеет место быть. За основу же, на наш взгляд, тут нужно брать тотал. И тотал этот, конечно, больше 2,5. Ожидаем здесь похожий сценарий на реванш с Диасом. Это будет самое верное решение для Макгрегора. Работать с дистанцией, на отходах, постоянно менять углы, много двигаться и зыркать на время, когда уже раунд закончится. Конор уже точно не будет заряжаться на нокаутирующий удар, а вопросы с калф-киками и клинчем, я думаю, решит его команда. По итогу нас будет ждать не самый интересный поединок, однако единственно разумный для ирландца. Списывать Порье ни в коем случае нельзя. Он будет искать выход на свою игру, предлагать размены, грязный бокс, искать новые бреши в обороне самоуверенного ирландца. Но давайте будем честны, на дистанции у американца получалось только качественно принимать в голову джеб. Так что здесь вопросы только к Конору. Сможет ли он вернуть себя прежнего под конкретный бой? Вернуть чувство дистанции, тайминг, контроль центра октагона? Учитывая сверхмотивацию, думаем, что да. Тотал больше 2,5 и победа Конора Макгрегора, вероятнее всего в поздних раундах или по очкам. Такой взгляд на бой у команды Октагон. А что думаешь ты? Оставляй свое мнение в комментариях, подискутируем. А с вами был Октагон.
Канал, где в ММА говорят просто и с юмором. Жми в колокол, в сердечко и береги свое очечко. Всех обнял.